Камбожаб-Цибиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 14. Монастырь Дашил-Хумбо. Часть 58. Загородные дворцы Банчени. К востоку от Шот, на самом берегу реки Дзанбошар, вернее Нянчу, находится один из загородных дворцов Банчени, окруженный обширным садом и домами для служащих. Внутри сада здания дворца окружены другой стеной, на главных воротах которой, обращенных к восточной реке, висит надпись на 4 языках – монгольском, китайском, тибетском и маньчжурском, имеющая на всех языках одинаковый смысл – всему покровительствующий храм. На других второстепенных воротах надпись уже на одном китайском языке, которую, пожалуй, можно перевести «законы религии и мира, величественно согласны». По-тибетски этот дворец называется просто Гунджаблин. Во дворе несколько зданий, в числе коих главное место занимает храм, название которого и вывешено на главных воротах. Здесь Банчень дает аудиенции высшим представителям духовной и светской власти, а также принимает поклоняющихся богомольцев. Рядом с этим храмом находится дом, где Банчень проводит обыденную жизнь свою. В саду на цепи молодой слон и 2 тибетских медведя. В конюшнях любимые породистые лошади Банченя, вывезенные из Европы через Индию. Дворец этот служит летним и осенним местопребыванием Банченя. Зиму он проводит в монастыре, а весну в другом загородном дворце, находящемся на юго-запад от монастыря в расстоянии почти 1,5 версты. Мы ходили осматривать этот дворец, на ворота его были заперты, и мы не могли никого увидеть. Было лишь заметно, что дворец этот менее роскошен, чем упомянутый выше восточный. На внешних воротах китайская надпись «Весеннее поселение 10 степеней бодхисаттв». Я не уверен в правильности перевода, так как второй иероглиф на надписи испорчен временем. Тибетцы этот дворец называют Дэчен Побран – великого спокойствия дворец. Мы, как простые богомольцы, конечно, не могли получить доступа для осмотра внутренности этих дворцов, а внешний вид их не представляет ничего замечательного и является лишь шаблонной архитектурой тибетских кумирин. Банчен Римпоче – одним из 3 великих лам иерархии современного ламаистского мира, как известно, является хозяин монастыря Дашил-Хумбо, перерожденец Банчен Римпоче, коих монголы и официальный язык пекинского правительства зовут Банчен Эрдэни. Генеалогия, или точнее поколение перерождения знаменитых лам, ламаиты выводят от времени Будды Шакьямуни, а ближайшим образом от современников основателя ламаизма Цанхавы. Так говорят они, что Банчен Эрдэни был во времена Цанхавы его учеником Хайдук Галыкбалсаном, Далай-лама другим его учеником Гэндэндупом и, наконец, ургинский Хутухта Джамьян Чойрдже Даши Балденом. Но, как известно, у последователей Цанхавы не было в обычае отыскивать и воздавать почести перерожденцам. Культ их начался гораздо позднее, и, в частности, первым банченем считается лама Ловсан Чай Джузалсан, который родился в долине Рона в
в 1570 году. На 14 году своей жизни он был посвящен в духовенство и на 30 году избран в настоятели Дашил-Хунбосского монастыря. В 1603 году по прибытии из Монголии в Тибет 4-го Далай-ламы Йонтон Джамсо и при принятии им обетов Гелона Чояджин Жалсан был духовником его. Затем он сопровождал Далай-ламу во время путешествий по Тибету, а в 1616 году ему было суждено совершить погребальные обряды над прахом этого монгольского Далай-ламы. В следующем году Чояджин Жалсан сделался настоятелем Сейра и Брайбуна, затем был духовником и учителем 5-го великого Далай-ламы Агван Лавсан Джамсо. Учитель и ученик, как известно, составили тогда союз против светских правителей Тибета и призвали на них оружие монгольского завоевателя Гушихана. Подавив при помощи последнего своего противника Цанба, Чояджин Жалсан возвратился в Дашил-Хунбо и сделался хозяином монастыря. Умер он в глубокой старости на 93-м году жизни в 1663 году, оставив 4 тома сочинений. Имя второго Банченя было Лобсан Ешей. Он родился в 1664 году и умер в 1737 или в 1739 и оставил после себя 3 тома сочинений. Третий знаменитый Банчен, современник императора Цян Луна, родился в 1740 году и назывался Балдан Ешей. Он был замечательно способный дипломат и писатель. В своих сочинениях, а их было 7 томов, он, между прочим, развил мысль, на которую намекали его предшественники, что Банчен будет 25-м ханом Ригдандагбо, который будет главенствовать над буддистами в так называемой «Северной войне Шамбала», в которой буддисты будут сражаться с иноверными. Писатель конца XVIII столетия, не раз выше цитированный Лондал-лама, в своих сочинениях говорит, что в Шамбале в 1777 году исполнилось царствованию 19-го хана Намнона, весьма давящий. По исчислению астролога Пугба 51 год, а по исчислениям Хайдуб-Галыкбалсана известный ученик Санхавы, и Будон, знаменитый ученый и писатель XIV века, 92 года. Каждый хан властвует там 100 лет. После Намнона до 25-го хана должно пройти 5 столетий, в течение коих будут по порядку следующие 5 наследственных ханов. Первый – Доббаче, великосильный. Второй – Магагба, беспрепятственный, неудержимый. Третий – Миисенга, людской лев. Четвертый – Ванчукченбо, великий, полновластный. И пятый – Таинамжал, бесконечно, вполне победоносный. Сыном последнего будет 25-й хан Шамбалы Ригдандагбо. Во время его царствования, по одним исчислениям, на 51 году и по другим на 8 году, то есть по нашему летоисчислению 2335 году, по Рождеству Христова, произойдет война между буддистами и Лало. Сначала будут побеждать Лало, но конечная победа останется за Ригдандагбо, который лично примет участие в сражениях. Война Шамбалы – нечто похожее на приход еврейского Моисея и второе пришествие Христа у христиан. Затем Балдан Ешей задумал приобрести почести от пекинского правительства, для чего сам стал просить аудиенции у Цянь Луна.
При проезде в Пекин через Цайдам, Кукунур и Монголию он своей тактичностью и умением угодить всем обворожил и ламаитов, и магометан. Предания о нем еще свежи в этих местах. Наконец, в первой осенней луне 1780 года он получил аудиенцию у императора, на которой выразил свои верноподданнические чувства в более рабской форме, чем того требовал церемониал двора. Здесь он получил почетный титул Банчен-Эрдени и был признан третьим перерожденцем Банчени. Однако ему не было суждено возвратиться с полученными почестями на родину, так как он умер в средней зимней луне того же года в Пекине и в следующем году был отправлен в Тибет лишь его прах. Четвертый Банчен, также известный своими многотомными сочинениями, 8 томов, именовался Данбинима, «Солнце религии». Он родился в 1781 году и в 1784 году был утвержден в звании Банчен-Эрдени. Умер он в 1854 году. Пятый Банчен Дамби Ванчук, 1855 и 1881 год, годы его жизни, был, по-видимому, человек очень своехарактерный и замечательно способный. Он, будучи по званию главой желтошапочного учения в этой стране, соседней с влиятельной красношапочной сектой Сакья, недовольствовался своим учением и с увлечением занялся законоучениями названной секты. Эти свои занятия, на которые уже смотрели косо его окружающие, он довел до того, что открыто принял некоторые посвящения, то есть наставления от Сакья-пандиты. Это переполнило чашу терпения его приближенных, а также монахов монастыря Дашил-Хумбо. Последние подняли мятеж и смуты, сведения о которых дошли до лхасского правительства, которое потребовало от Банчена объяснений. Предводительницей недовольных была родная мать Банченя, женщина, умевшая, по-видимому, с большим искусством разжигать страсти, потому что Банчен однажды, как говорит предание, в досаде воскликнул: «Ах, как хорошо было бы иметь немую мать!» Часть недовольных составила заговор против жизни Банченя, но исполнение их преступного замысла предупредила мать его, отравив своего сына. Он, без сомнения, был не бездарный молодой человек и оставил после себя 2 тома сочинений. Нынешний 6-й перерожденец, родившийся в 1882 году, имеет полное имя Лапсон Туптан Чайджи Нима Гылык Намджал, или, как проще называют его, Гылык Намджал. Родина его была область Лхоха, то есть южная часть провинции Уй. Говорят, что он родился от одной немой или косноязычной женщины, жившей прислугой в зажиточном доме. Конец 58-й части.